В эфире информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Впервые за 25 лет жители села Дранда обеспечены чистой питьевой водой. Лучшее село года. Какое оно? Об условиях республиканского конкурса. О готовности ряда сельских школ к новому учебному году. Актуальный репортаж программы. Президент республики Рауль Хаджимба представил активы Чимчирского района нового исполняющего обязанности главы района Гиви Допуа. 23 июля Хрипс Джопуа был освобожден от должности руководителя Чимчирского района согласно поданному заявлению. 26 июля Рауль Хаджимба подписал указ, в соответствии с которым исполняющим обязанности главы администрации Чимчирского района назначен Допуа Гиви Ханелович. Рауль Хаджимба высоко оценил работу предыдущего руководителя Хрипса Джопуа и выразил надежду, что активы района также поддержит Гиви Допуа, и все вопросы будут решаться совместными усилиями. Район дахот ханипхедзена, яца снапа ацасвит, топой Гиви Ханел ипа, район дахагылартипс, ехеги ему патагалазача, район ишохтола дацнукартипс, район аны иқацату ицеги, ехалпи ахцазацкис. И Марьядзам атагыла зача сфюхует адгылара иштерц фицнукарц. Гиви Допуа поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил, что готов плодотворно работать на благо района. حوار وزگی جدرویت وسی شاملو رکریزیس دنیای ولر زخنجری حقن گیایت تقول زاشی کو زخنجری تسکیو بخا عیلی بکار حور حنا بکای خرشر حب خیش تا وسکو زگ شهاد زبا گرگنسو. По дороге из Чимчира президент Рауль Хаджимба посетил разводящие водопроводные сети в селе Дранда, построенные в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Система практически введена в строй. Таким образом, решена проблема обеспечения чистой питьевой водой жителей села Дранда, которую они испытывали больше 25 лет. Рената Шакая продолжит тему. Где мы находимся в настоящее время, водой мы пользовались раньше, пока они не провели систему, водоканал, колодцами пользовались. Но в летнее время воды очень мало становилось, и проблемы с водой часто появлялись, и воду таскали сдалека, и в течение года провели водопроводы, и в настоящее время уже каждому вода поступает без перебоя всегда, и могут пользоваться, пить, употреблять пищу. Более 25 лет в селе Дранда не было воды. Здесь ранее не проводились ремонтные работы водопровода, вследствие чего трубы, а точнее то, что от них осталось, не функционировали. Более 350 семей были вынуждены обходиться без современных благ цивилизации в виде чистой питьевой воды. Ее приходилось добывать по старинке из колодца, либо ездить на родники и заполнять различную тару водой для питья. В рамках инвестпрограммы в 2016 году в селе Дранда были начаты работы по укладке водопроводной трубы, однако из-за задержки финансирования они были приостановлены. В 2017 году работа была возобновлена, и спустя год вся водопроводная система в селе Дранда заработала. Работа проходила очень даже, я могу сказать, положительно. На сегодняшний день вода доведена до 240 дворов. Из них подключились 100 с лишним дворов и подключается поэтапно. Сейчас у нас там небольшие промежутки. У кого там 10 метров попало, у кого 20 метров попало. Но мы старались в основном 6-7 дворов. И чтобы у всех одинаковое расстояние было, мы устанавливали колодцы. И выходы уже готовы с краником. Просто шланг или трубу принял, закрутил, и все, никаких проблем. Индивидуально каждый может себе краник открыть, и все, к нему домой вода пошла. На восстановление всей водопроводной системы было затрачено около 13 миллионов рублей. Глава государства Рауль Хаджимба посетил село, проверил ход ремонтно-восстановительных работ по укладке водопровода и пообщался с местными жителями. Ajlat abi rayon zıkınca
вы обеспечили меньше. Шат зифимой уже нагано. Тоже сразу уже 80 там. Большая благодарность. Это сделана большая работа. И большое спасибо всем. За время работ проведено 13 километров водопроводных труб, установлено более 70 разводящих колодцев и новый трансформатор для усиления напора воды. Все это позволило без каких-либо проблем обеспечить село питьевой водой в кратчайшие сроки. Объем основного наполняющего крытого бассейна резервуара для воды составляет около 450 кубометров. Глубина скважины 175 метров. Все работы по ремонту вела подрядная организация СМУ-4 компании «Апснергылара». Дебит воды, откуда начинается, где-то на глубине 26 метров уже вода стоит. Насос включается автоматически. Половина резервуара опустошилась, включается автоматика, заполняется резервуар. Это обычно происходит после обеда. Когда людям дали воду, мы прохлорировали его, и взяла женщина, там представитель СЭСа, взяла пробу воды, сказала, вода качественная, сама скважина, вода качественная. Прохлорировали, людям мы предупредили, чтобы они вместо недельки 2 не пили. Для хознужд можно было пользоваться, вода качественная. Потом соседи изъявили желание, сами взяли воду, и вот здесь есть в Трандах винзавод, тоже в лабораторию, вода хорошая. Проблема была не только в ветхих и изношенных водопроводных сетях, но и в недостаточном объеме воды. Новые бассейны, трубы надолго снимут эти проблемы, говорят специалисты. Таким образом решена насущная проблема жителей села Дранда, которой больше 25 лет. У людей уже с июля месяца вода поступает каждому человеку. Там на 320 семей, пока сегодня распределено, потому что вот те, где живут, подключились от своих возможностей. Мы везде поставили вентили на 320 семей. Живут сегодня где-то 260-270 дворы. А вот есть участок нежилой. Человек придет, построится, для них тоже предусмотрен, он может подключиться свободно. На данный момент все основные ремонтные работы уже проведены. Сельчанам остается только подключиться к новым колодцам. И вода уже самотеком поступит к ним в дом. Рената Шакай, Беслан Джоли, Абхазское телевидение. По распоряжению премьер-министра Абхазии Геннадия Гагули объявлен конкурс «Лучшее село года». Его цель – привлечение жителей сельских территорий к социальной и общественной жизни, вовлечение их в решение вопросов благоустройства, сохранение экологии и улучшение санитарного состояния села. На первом заседании Республиканской конкурсной комиссии обсуждалось положение о конкурсе. На Алакове продолжит тему. Участвовать в конкурсе «Лучшее село года» имеют право все сельские населенные пункты районов Абхазии. Основные критерии отбора – это благоустройство села, чистота улиц, ухоженность домов, отсутствие несанкционированных свалок, наличие и состояние детских и спортивных площадок, мест общего пользования и отдыха, состояние монументальных, архитектурных и природных памятников в селе, участие населения в общественной жизни села, посещаемость туристических объектов на территории села, сохранение народных промыслов и традиций, достижения спортивных команд, спортсменов и деятелей культуры, искусства, образования и науки в селе. Наша задача, на мой взгляд, подготовиться к Дню Победы. Прибрать село, убрать мусоросвалки, туристические объекты привести в порядок. А мы, как торговая палата, заинтересованы в том, чтобы предпринимательство развивалось и готовы оплатить победителю конкурса сумму там 200-300 тысяч рублей. Если лучший туристический объект, мог быть наше Министерство по туризму кого-то поощрить. Если в области культуры, Министерство культуры. Основные задачи проведения конкурса – сохранение и возрождение национальной культуры и традиций села, развитие духовных и моральных ценностей, повышение образовательного и культурного уровня жизни сельских населенных пунктов. Конкурс «Лучшее село года» станет ежегодным и предусматривает 2 этапа – отборочный районный и финальный республиканский. Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются в районной комиссии с 1 по 31 августа. Контроль над исполнением распоряжения возложен на первого вице-премьера правительства Даура Аршба. В первую очередь мы сегодня знаем ситуацию в селе, да и в городе тоже, наверное, особо не отличается особой активностью, но в принципе эта ситуация никого не устраивает, и в целях повышения активности населения, особенно в социально-экономической сфере общественной жизни, культурно-массовой жизни,
Для этого вот мы наметили ряд мероприятий, и чтобы привлечь сельское население вот к этим мероприятиям, было принято решение организовать такой конкурс. Конкурс будет проводиться комиссией ежегодно с 1 августа по 15 октября. Заявки на участие в первом этапе конкурса представляются в районную конкурсную комиссию с 1 по 31 августа. Районный конкурс будет проводиться с 1 по 15 сентября. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Сельским населенным пунктам, занявшим призовые места, будут вручены почетные дипломы и ценные призы. На Алакове Астамур Гожба, Абхазское телевидение. До нового учебного года остается чуть больше месяца. О готовности ряда школ Очимчирского района наш следующий репортаж. До начала учебного года еще целый месяц. Наслаждаясь летними днями, теплым морем и возможностью утром поспать подольше, дети не вспоминают о школьных буднях. Чего не скажешь о преподавателях. В школе села Чгярда нас встречает директор Амер Караасманаглы. Сегодня в этом учебном заведении учатся 83 школьника. Школа считается одной из лучших во всем районе. Нет недостатка в учителях и учебниках. По словам директора школы, Министерство образования каждый год выдает необходимое количество абхазских учебников. Что касается книг по остальным предметам, родители покупают их самостоятельно. Учителя работают безупречно, хорошо работают, никаких порицаний. Принимаем участие на школьной олимпиаде. И также в республиканской олимпиаде в нашем в этом году 4 класса они отличились, были награждены грамотами. У нас все учителя после войны, как мы приняли учителей, они все работают. Насчет учебников, российских книг нам не хватает. Явно не хватает, но с Абхазии мы получаем книги. Последний раз капитальный ремонт в школе проводился в 2010 году. За это время внутри здания посыпалась штукатурка, какая-то часть школьной мебели пришла в негодность, как и напольное покрытие. Отремонтировать все это собственными силами руководство школы не в состоянии. Само состояние в школе хотелось бы обязательно спортзал иметь. Это мы вопрос ставили перед РАНО, перед администрацией района, перед президентом поставили. Еще одно мнение, что у нас инвалид учится во 2 класс, перешел он. Нуждаемся в автобусе. Обязательно нам нужен автобус. К предстоящему учебному году готовится и школа села Гуада. Количество учащихся здесь в 2 раза меньше, чем в Чгярдской школе. Всего 40 ребят. Уже не первый учебный год в школе нет учителей по географии и химии. Тем не менее, дирекция делает все возможное, чтобы дети изучали предметы. К примеру, часто приезжают учителя из села Чгярда. Само здание школы находится не в лучшем состоянии. За все послевоенное время здесь заменили деревянные окна на пластиковые и поменяли крышу в спортзале. Проходит учеба, как полагается. Например, в этом году от Курпатович Коба выделил для нашей школы все необходимое, и парты, и стулья. Так, наша школа очень нуждается в капитальном ремонте. Внутри и снаружи нет, как полагается, такого ремонта. У нас в школе нет, самое главное, воды. Очень большая проблема для нас это. Состояние еще одной школы, Кутольской, лишь немногим отличается от предыдущих. Но здесь радует количество учащихся. 160 детей сегодня обучаются в стенах этой школы. К примеру, в прошлом году в 1 класс пошли 26 детей. По словам директора Марины Аннацкой, в этом году за парты сядет больше 15 первоклассников. Все классы разделены на 2 группы. Нет недостатков в преподавателях. Наша школа полностью соответствует всем стандартам обучения, может быть, не совсем современным, но у нас есть все для того, чтобы учащиеся получили в этой школе нормальное среднее образование. У нас школьный инвентарь, школьным инвентарем школа обеспечена полностью. Нет проблем с учебниками, которые издаются в нашей республике. Проблемы с учебниками, которые поступают из Российской Федерации на рынке цены
кусаются, и поэтому каждый предметник заинтересован, чтобы у ребенка был учебник, и поэтому мы стараемся те учебники, которые родители в этом году купили своим детям, чтобы они как-то по меньшей цене передали тем, которые идут им на смену, и как-то стараемся сохранить эти учебники, чтобы они из нашей школы не уходили. Здание Кутольской школы, которому уже более 100 лет и в котором некогда училась большая часть абхазских писателей, уже давно нуждается в капитальном ремонте. Руководство школы надеется, что у детей в скором времени появится возможность заниматься в обновленных классах. Но несмотря даже на это, в классах стоят новые школьные парты и стулья. Совсем недавно в селах возникли разговоры о возможности объединения школ Чгярды, Кутола и Гуады. Свое мнение по этому поводу высказала директор школы села Кутол Марина Нацкая. Если смотреть с экономической точки зрения, то это, конечно, правильно. Содержание обходится государству очень дорого, содержание школы. Но если смотреть, вот как раньше было, в каждом селе старались церковно-приходскую школу открыть, чтобы население, а тем более сегодня, когда молодежь собирается в города уходить, для молодежи это как раз-таки для тех, кто колеблется, остаться, не остаться в селе, это для них как раз-таки им на руку будет. Насколько правдивая эта информация и существует ли необходимость в объединении школ, мы узнавали у министра образования и науки Абхазии Адгура Кокоба. По его словам, сегодня речи об объединении этих школ идти не может, так как это создаст множество проблем преподавательскому составу, а также семьям учащихся. И главное, что отметил Адгур Кокоба, такое положение дел в будущем может способствовать резкому уменьшению населения в селах, чего в принципе допускать нельзя. Сария Смыр, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Рельсовый автобус РА-2 Адлер-Гагра возобновит работу с 1 августа, сообщается на сайте РЖД. По расписанию автобус будет курсировать в обе стороны 2 раза в день. Теперь люди смогут с комфортом приехать в Абхазию, не простаивая в пробках и очередях на границе. Поездка, включая прохождение российско-абхазской границы, занимает около 2 часов. Билеты можно купить на вокзале Адлера, в самом поезде у разъездных билетных кассиров, а также оформить документы можно через приложение «Пригород». Стоимость проезда 250 рублей, а для льготников 225. И сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. С ночи и во второй половине дня местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем 27-32 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.